В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Работу стратегически важных объектов региона проверил первый заместитель председателя правительства Якутии. 87 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в республике за сутки. В Якутске проходит второй заключительный этап отборочного турнира по национальному многоборью на игры Дыгына. В Нерюнгри проходит второй день выборов главы Нерюнгринского района. По данным территориальной избирательной комиссии, на 14 часов проголосовало 5934 избирателя, что составляет 11,10% от общего списка. Все 33 участка начали свою работу в 8 утра и работают в штатном режиме. Как и в территориальной комиссии, на участках работают представители от всех партий. Грубых нарушений не зафиксировано, однако поступают устные обращения, например, от тех, кто имеет временную регистрацию. В этих случаях право голоса имеют только студенты, обучающиеся на территории района. Также возникают вопросы, которые касаются списочного состава избирателей. Это либо человек уже выписался, либо, наоборот, недавно зарегистрировался по месту жительства, а данные Управления Федеральной миграционной службы были переданы раньше. Такие случаи не редкость и довольно быстро решаются. Это все вопросы вполне разрешимые, они разрешаются на месте. Участковые избирательные комиссии работают только строго по уведомлениям регистрирующих органов в своей работе, да, кого исключить со списка или кого включить. Но включить, понятно, что это пополняется дополнительный список. Если пришел избиратель, его нет в списке, и у него имеется в паспорте прописка на территории данного района, то участковая избирательная комиссия обязана его включить. Рабочий объезд совершил первый заместитель председателя правительства республики. Так, зампред посетил строящиеся объекты Жатайской судоверфи и паромные переправы Нижнего Бестяха. Это одни из самых стратегически важных объектов региона. Как прошел визит Дмитрия Садовникова в материале Саргаланы Неустроевой. Проект создания высокотехнологичной Жатайской судоверфи на сегодняшний день приоритетный. Это один из ключевых механизмов грузовых перевозок на арктических и северных территориях. Сроком завершения строительства объекта был запланирован конец текущего года. Однако в ходе визита первого зампреда правительства выяснилось, что не обошлось без задержек, в связи с чем пришлось разработать новый нагонный график. Сегодня есть то, что недовезен материал в размере 2400 тонн конструкции, металлоконструкции и недовезены сэндвич-панели. Но мы вчера в ходе переговоров с заводом узнали, что завод договорные рамки с подрядчиком выдерживает, и металлоконструкции они будут отгружены. Между тем, работы ведутся и на паромных переправах Нижнего Бестяха. Так, на фоне ремонта Алекминского аэропорта Ленатурфлот приобрел новые современные суда на подводных крыльях «Валдай», которые будут курсировать по маршруту Якутск-Алекминск. Однако по большей части вопросы вызывает ежегодная проблема перегруженности накопительных площадок автотранспорта. Сегодня вот опять же стоит ежегодный, скажем так, вопрос – это напряженная ситуация по паромных переправах. И здесь мы тоже руку на пульсе держим, чтобы порядок все же наконец в паромных переправах навелся. И есть, конечно, спорные моменты в свете создания здесь управляющей компании. Но я думаю, что к моменту работы паромов в летний период мы этот порядок наведем. Еще один по стратегической важности не уступающий Жатайской судоверфи проект – грузовой терминал Нижнего Бестяха. Сюда планируют провести железную дорогу, а приоритетными выступят поставки на север. Таким образом, ввод объекта решит множество проблем, в том числе задержек, количество и стоимость продовольственного снабжения Арктики. Грузовой терминал, который в перспективе стоит, это к столетию нашей республики, стратегическая задача наших железнодорожников, речного флота, грузового терминала. И я думаю, что сегодня мы не видим угрозы срыва работы. Там влаживаются деньги частного бизнеса,
И сегодня коллеги, которые работают на этом направлении, продолжают работать и больших, как говорится, тревог в этом направлении не испытывают. В целом, по словам Дмитрия Садовникова, вопросы и проблемы данных объектов находятся под контролем правительства республики. Для решения некоторых из них уже на месте был дан ряд поручений. Однако своевременное устранение проблем зависит от самих подрядчиков, а сроки ввода объекта и качество выполненной работы покажет время. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. За минувшие сутки на территории республики зафиксировали 87 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в Якутске обнаружили 58 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 16, в Татинском 4. Также по 3 заболевших инфекцией человек зарегистрировали в Алданском и Усть-Алданском районах, по 1 в Амгинском, Ниренгринском и Хангаласском районах. За сутки лаборатории республики провели 2040 исследований на коронавирусную инфекцию. Детский отдых на территории республики будет организован в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими нормами. В этом году с учетом риска распространения COVID-19 сформирован прогнозный реестр организации отдыха и оздоровления, в который включили порядка 600 лагерей и санаториев. С ним родители могут ознакомиться на портале sahaotdыхдетей.рф. Кроме того, за пределы Якутии в этом году должны выехать более 800 детей, в том числе и по региональным квотам всероссийских центров «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». Также за счет госбюджета будет организовано порядка 400 путевок на оздоровительный отдых в республике и за ее пределами. Чтобы попасть в эти именно федеральные детские центры, родителям нужно зайти на сайты федеральных детских центров, то есть отбор проходит по системе автоматизированной. Автоматизированная система путевка. У нас сейчас работает горячая линия. Горячая линия, номер телефона 8 924 868 72 68. Отборочные соревнования для участия в финале 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» проходят в столице республики. В отборочном туре принимают участие 319 конкурсантов из 55 регионов страны. Якутск представляет 6 компетенций, среди которых ювелирное дело и огранка, а также технические специальности – разработка игр, 3D-моделирование, графический дизайн, объективное производство. Соревнования проходят на 2 площадках на базе Якутского промышленного техникума и колледжа связи. Все участники отборочных соревнований, которые продлятся до конца недели, это победители региональных этапов. Причем показывают свои навыки и мастерство не только студенты, но и школьники. Сегодня их главная задача – пройти в финал, который летом планируется провести в Республике Башкортостан. Мы все создаем троллей из мультфильма «Тролли». Такие милые, большие, пушистые. Вот эта компьютерная графика, насколько интересное направление лично для тебя? Для меня очень интересное направление, потому что сейчас везде компьютерная графика, где ни посмотри, в фильмах, в новостях, везде там используется компьютерная графика, и поэтому это очень перспективное. Будущее хочешь связать тоже, да? Да, очень сильно хочу связать все это как профессию. Молодые архитекторы из разных городов Якутии проходят сейчас в Москве обучение у лучших специалистов в области благоустройства. Инициативу удалось реализовать при поддержке Управления архитектуры и градостроительства при главе республики и Центра компетенций по вопросам городской среды. Итогом плодотворной образовательной программы должны стать заявки на участие во всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений на формирование комфортной городской среды. Чему учат архитекторов и какими будут города Якутии, узнаем у Максима Кардозу. Как получить федеральные деньги на благоустройство города? Ответ – с помощью интересного и продуманного проекта для всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Каждый год Министерство строительства разыгрывает гранты для создания общественных пространств. В 4-й раз свои заявки собираются подать и якутские архитекторы. Чтобы представить жюри наиболее интересные проекты, специалисты из нашей республики сейчас проходят курс по формированию городских общественных пространств в Московской школе архитекторов «Марш».
Участие в образовательном курсе дает возможность нашим архитекторам повысить компетенции, получить уникальный опыт обучения методики градостроительных исследований, анализа, вовлечения жителей, социально-экономического моделирования и вообще проектирования современных пространств. Мы работали с социологом. Оказалось, что опросы, которые проводят в случае, когда архитекторы выходят работать в новых для себя местах, да, необходимо учитывать желания местных жителей, да, пытаться сделать какую-то классную выжимку предложений, может быть, проблем. Сам вот элемент опроса с нами был сильно недооценен. В Москву приехали 23 архитектора из Нюрбы, Алекминска, Алдана, Мирного, Ленска, Покровска. Все они готовят заявки на конкурс от своего города. Команда из Алекминска уже второй год разрабатывает проект Мариинского сквера. В прошлом году по пожеланию жителей были выявлены основные направления, которые хотят видеть жители в нашем проекте. Спортивная зона некая, детская площадка, места для более тихого отдыха. Также мы проводим работу сейчас по идентификации территории, то есть выделение некой идентики, что будет именно характеризовать наш город. Причем учатся не только якутские архитекторы, расширяют свои горизонты и московские преподаватели. Например, как работать на вечной мерзлоте или при минус 50. Все участники нашей программы привезли с собой уникальный опыт, да, поскольку они сами являются, да, и жителями этих городов, да, и с ними работают уже давно. В Москве нет такого опыта, да, никто не пережил, значит, полярную зиму, поэтому только в совместной работе мы можем найти адекватное решение. Итогом образовательной программы должны стать 6 проектов от якутских городов, которые будут участвовать в конкурсе на федеральные гранты по 50 миллионов рублей. Победителей объявят в сентябре. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. В Якутске проходит второй заключительный этап отборочного турнира по национальному многоборью на игры Дыгына. Многоборцы Якутии разыграют оставшиеся 3 путевки в финальную часть состязаний, которые пройдут этим летом на арене Усть-Хатын в дни празднования национального праздника Исех-Туймады. Напомним, имена 9 обладателей лицензии уже определены. В состязаниях принимают участие более 20 спортсменов из разных районов республики. Атлеты будут определять сильнейших традиционно в 7 видах национального многоборья. Занимаюсь примерно год. До этого основной масс-рестлинг, вид спорта. Соревнования проходят хорошо, состав хороший, все подготовлены. Петр Старостин, лидер, Айсен Семенов, Кеш Колесов. Вот они показывают хорошую борьбу, так и есть также молодые, перспективные, тоже показывают хорошую борьбу, отпор дают. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.